Эту удивительную на самом деле книгу написал татарский филолог, ученый, писатель из Набережных Челнов Рафис Салимжанов. Выпуск 45. Заключительный. Язык богов и фараонов. Так говорил о нашем языке татарский писатель Нурихан Фаттах. Ах, господа хорошие, не мы пантюркисты. Мир был пантюркистичен. Не сейчас, тогда, в бездонном океане сотен веков. Мир так по-тарабарски был создан природой или Богом. Обвиняйте их в пантюркизме. Все претензии к этим великим началам. Короче, понять древний мир даже современный, без тюркологии, невозможно. Почему так широко распространился тюрко-татарский язык в древнем мире? Это был, видимо, язык не только для разговора. Видимо, он был в употреблении как язык молитвы, например, как арабский или латинский. Очевидно, в древнем мире его знали и как языка поклонения тангари. Может быть, от этого в наших сердцах столько любви к этому совершеннейшему и древнейшему языку мира. Нет, доказывать мы ничего не будем. Давайте лучше споем вместе хороший русский романс. Вечерний звон, вечерний звон, так много дум наводит он о юных днях краю родном, где я любил, где отчий дом. Значит, где у вас отчий дом и где у вас отечество? Это же там, где жили древние тюрки и говорили об отце, изначально Ата, отец Ата. Вас это не убеждает? Вы верующие? Помолимся. Милосердный Боже, помоги ты всем беспомощным созданиям твоим. Бог. Это слово, я думаю, происходит от тюркско-татарского бак. Смотреть. От этого же корня происходит тюркский титул бек. Бек. От этого же корня происходит и тюркско-татарское слово багу, что также означает и следить за землей, и присмотреть за ребенком. От этого же корня багу происходит и слово пахать, которое, видимо, в древности означало и божественный взор за работой на земле. Эти два деяния в древнем мире без помощи Бога, что смотреть за землей, что смотреть за ребенком, не происходили. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, в скобках заметим, так Библия начинается. Забыть этот язык, тем более стараться уничтожить этот язык, чем занимаются некоторые бывалые в последнее время, означает уничтожение самого себя и свою русскость. Не тем занимаетесь, господа товарищи. Без тюркско-татарского языка даже молиться Богу в русском языке невозможно. Отче наш, сущий на небесах, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Ваш Отец, наш Ата, мы из одного корня. Конец выпуска и конец книги. Бітті, давамы юк.